2016 год подходит к концу. Событий было много. Избран президент страны. Сейчас идут выборы в Народное собрание Гагаузии. Однако нельзя забывать и о проблемах насущных. Какая работа проделана за этот год в столице автономии? Об этом мы поговорим с мэром Комрата Сергеем Анастасовым. Здравствуйте, Сергей Ильич. Здравствуйте. Добро пожаловать к нам на передачу. Сергей Ильич, год завершается. Каким он был для вас? Что вам удалось сделать, выполнить из поставленных задач, а чего нет? В принципе, все задачи, которые мы поставлены, все выполнены и даже перевыполнены. Я даже не ожидал, что так быстро нам удастся ввести именно финансовую часть нашего бюджета в порядок. И во всех муниципальных предприятиях, везде. Я бы очень беспокоился, что это будет дольше процесс. Но спасибо нашим налогоплательщикам. Все-таки у нас хороший сбор идет в нашем городе, люди выплачивают налоги. Но много мы и добавили к этому, много сделали, чтобы бюджет собирался. Поэтому сегодня бюджет у нас именно то, чего я ожидал. Сегодня есть хороший бюджет. Вот на следующий год мы уже имеем намного больше возможностей, чтобы выполнить работу по городу. Есть деньги, выполняется и работа, да? Да, есть деньги, выполняется работа. Да. Вот Примария очень активную работу проводит по ремонту дорог. Вот скажите, сколько денег было израсходовано именно на эти цели? Мы я еще раз обращаюсь к нашим жителям, потому что многие жители, когда мы выходим на улицы, дороги, многие еще предъявляют претензии новому примару, и очень правильно, но только они не могут понять, что я всего лишь 1 год и 4 месяца примаром, то есть очень мало нахожусь на этом посту. И за это время, если сравнивать даже обычно с тем же годом 4 месяца, что было сделано до нас, то есть разница ощутимая и очень большая. В цифрах, если можно. В цифрах. 8 тысяч тонн щебня только мы выложили по всему нашему городу. Это везде, и за Алпугом, и на Туканянске, везде город очень большой. Чтобы выложить 5 сантиметров щебня по всему городу, нужно 50 тысяч тонн. Вот мы за этот год выложили 8, до нас выкладывали 4 тысячи тонн всего лишь в те времена. По дорогам все прекрасно помнят эти ямы в августе месяце, которые были, особенно на улице Шевченко, в центре города, везде. Это все мы закрыли. У нас сегодня нету автобанов, но у нас нет ям. Около полиции, даже если кто помнит, переход этот постоянно. То есть туда попадали и послы. И очень много было сделано у нас работ по дорогам республиканского значения. Это если говорить, улицы, если мы говорим в сторону Ферапонтьевки, все видят, там именно залито асфальтом. Это не просто нам пришли их делать, это мы обращались в Министерство транспорта. Мы требовали, и люди там требовали, тоже закрывая дороги. Но это было сделано благодаря общим усилиям и исполкома Гагаузии, и представителя райадминистрации, и, конечно, Примарии. Вы говорили о тех дорогах, где люди выходили на митинги, да? Да, у нас есть дороги республиканского значения, есть местные дороги. То есть, если сегодня сказать, на какую сумму были дороги сделаны республиканского значения, то на более на 10 миллионов лей за вот этот короткий период. До сих пор у нас, если взять те года, последние только Третьякова было сделано у нас на 4,5 миллиона лей. Это тоже республиканского значения? Тоже республиканского значения, это Р-37. Почему-то она до сих пор была на балансе Примарии, мы не знаем почему, но от республиканского значения поедут на Кандемир и Лёва. И было сделано несколько участков. За этот год, пока мы здесь требуем именно ремонта дорог, вы видите со стороны Кукурузного какие участки, и Круговая, вы видите улицу Котовского, которые не могли проехать фуры, в прошлом году это было сделано. Вы видите на Туканянскую, вы видите за Алпугом. Вот эти все участки, они все вместе в совокупности стоят более 10 миллионов лей. То есть это деньги, которые вы потратили? Да, это не мы потратили, Нет, это республиканского значения. Это республиканского значения, это потратило Министерство транспорта. Если столько бы тратилось бы на город именно каждый год? Каждый год, то у нас сегодня не было плохих дорог именно республиканского значения. Поэтому вот это нам удалось сделать, и отдельная благодарность министру транспорта. Мы даже удивлены отношением именно таким демократическим. Хорошие отношения. Да, хорошие отношения, потому что ранее распределение, которое я раньше поднимал вопрос, когда я видел, что на всю Гагаузию распределяли 3 миллиона лей, а, например, какой-то из районов 20 миллионов лей. То есть и это было нарушением Конституции, это непонятно по каким принципам вообще распределяли. Это налоги мы все повлияло сейчас на это? Ну, общение, мы выходили по министерствам, мы не сидели в Примарии и занимались именно тем, зачем пришли. Они к нам приезжали? Приезжал и министр, и в администрацию, и все приезжали. То есть это вопрос, они сами извинились за то, что было несправедливо. Признали, не то, что извинились, а признали о том, что было несправедливо распределены средства.
средства именно до сих пор. Но им большое спасибо сегодня. А по местного значения вы говорили тоже? Да, по местному значению, что нам удалось сделать, закрыли, во-первых, все ямы, даже многих мы еще не успели, есть пару уличек, которые у нас остались, это спортивная, мы знаем уже в асфальтированном порядке. Улицы Переулки остались 28 июня, люди обратились там, где улица Арабанши, есть улица Пушкина до освобождения. Мы знаем очень много улиц, которые нужно будет сделать еще, мы их планы включаем на следующий год, у нас есть средства, а так сотни улиц, я даже обычно называю несколько улиц, которые были непроходимые. Непроходимые улицы у нас была Победа на стороне Коняски, это Дунаева, это Кутузов, это очень много улиц, которые были просто непроходимые, десятки. Все эти улицы мы сделали. Что могли вот в этом году, но 8 тысяч тонн, это большая работа была проделана, она начиналась еще с прошлого года, не перед выборами, как у нас любят. Да, поэтому дальше мы продолжим более качественно делать сегодня эти дороги, более качественно имею в виду, что нужно ливневики, которых у нас нету 40 лет уже здесь, я не обвиняю никакого из примаров, я говорю о том, что если вы мне назовете хотя бы одну улицу, где есть сегодня ливневик, покажите ее, пожалуйста. Я лично не знаю, поэтому на следующий год мы запланировали. Ливневики это и Бендерская, это и Федько, это и у нас Чкалова, и Днестровская, и Киевская. И все вот эти улицы, все запланированы на следующий год, именно чтобы были ливневики, после этого можно щебень сыпать, делать в этом варианте. Они тогда будут служить намного дольше и будут потреблять меньше средств с примарии. Потому что каждый год укладывается тысячами тонн. Многие жители говорят, зачем сыпать щебенку, другие нам приезжают, говорят, привезите, пожалуйста, щебенку на нашу улицу. Потом здесь я не буду давать ответ ни первым, ни вторым. Нужно начинать год за годом делать ливневики, чтобы город перешел на... Да, не смывалась щебенка, потому что дороги это самое дорогое, что есть в каждом городе. Самое дорогое в городах есть это канализация, водоснабжение, очистные сооружения и дороги. Вот чего у нас нет в городе. А на местные дороги сколько было потрачено из местного бюджета? У нас на местной дороге мы около 2 миллионов лей, это у нас асфальтирные, то есть ямочный ремонт и участки, которые мы в заезд Гоголя, около многих местах мы сплошняком залили. Это и на новый кусок там, который на переводе, и в основном идет на ямочный ремонт, который забирает тоже средства. И с благоустройства у нас было потрачено более 2 миллионов, около 3 или 4 миллионов было потрачено на это благоустройство нашего города. В том числе и вот это щебень, все, что идет на... Потому что у нас больше мы и не могли потратить, потому что в 2016 год мы предусмотрено было столько, да? Предусмотрено было 10 миллионов лей на благоустройство, но в связи с долгами, которые были, мы могли распределить только 6 миллионов. И 6 миллионов куда они ушли? В основном на на МПЖКХ, на уборку, то есть на вот эти освещения города. И исполком нам выделил еще 1,2 миллиона. Это для того, чтобы мы могли хоть что-нибудь предпринять вот именно в тех районах, где как Туканяска. Вот на окраинах города, да? На окраинах города, да, в центре города. На ГРТ, где у нас брусчатка, плитка. Вот оттуда мы еще брали средства. Но если говорить уже на сегодняшний день бюджет, то есть нам удалось за короткий период все-таки восстановить бюджетосоставляющую нашего города. Сейчас она находится уже не 10 и не 6 и не минус 12, как было в 2014-2015 году, а сегодня у нас уже можно назвать плюс 16. То есть буквально с минуса 12 мы перешли на плюс 16. Как вам это удалось? Ну, это с какими налогами? В первую очередь, я сам по себе трудоголик, и, слава Богу, в экономическом плане разбираюсь не на словах, а на делах, потому что я провел то предприятие, которое было у меня под управлением. Она прошла через Крым, и медные трубы, как говорят у нас здесь, и поджигали, и все что угодно делали, и кризис прошел. Но предприятие, слава Богу, работает, несмотря на вот эти подножки, которые ставились всегда, и по сей день тоже ставятся. А причины выяснили поджога? Причина поджога, не знаю, когда странно она оказалась, именно когда я стал примаром. То есть разные причины, не хочу грех брать. Но случайности. Не случайность, а именно поджог определила сама экспертиза. Мы не верим словам, не сплетням, мы верим экспертизе. Поджог произошел именно бензином, то есть топливом. То есть зашли через окно с соседней территории и подожгли. То есть оно горело. Эти люди, которые там работали, не просто остались без работы, потому что мы там, в принципе, особо с того участка особо ничего не зарабатывали, это мы давали их людям в аренду. То есть, и они остались без. Но это уже другое, что есть. Сегодня мы говорим... Хорошо, это уже не к городу относится. Да, это уже не к городу, да.
Да, скажите, вот на последнем заседании были снижены тарифы на воду. На 1 лей, насколько я знаю, да, на воду и на канализацию. Вот почему именно на 1 лей? Мы не сейчас просто снижаем цены, потому что у нас цены всегда поднимались. Вот, когда, если говорить о рыночном сборе, 32 лея, мы уменьшили на 15 лей. Если взять сбор за хоронение, мы его убрали вообще. Если взять у нас сбор на маршрутное такси. Захоронение. Захоронение на кладбище был сбор, налог. Мы его убрали, Да. осталось только копка могилы, и то, что человек должен либо сам делать, либо заказать у нас. То есть эти услуги. Если взять у нас маршрутное такси, было 4, стало 3. Сегодня мы дошли уже до воды. Мы дошли, потому что Суканал впервые за всю историю нахождения Суканала, сколько я помню, лет 10, она всегда была убыточным, всегда просила деньги у исполкома везде. А сегодня? Ну, сегодня она купила за собственные средства трактор, недешевые насосы, она все покупает за собственные средства, и за собственные средства сегодня выдает еще заработную плату дополнительную своим рабочим. И она выплатила все свои налоги, которые собирались за 7 лет или за 6, я не знаю, за какой период, но сумма была миллионами. То есть я сейчас не буду акцентировать точно. Сегодня она стала полностью рентабельным и прибыльным, поэтому мы можем сегодня отпустить цены. Как вам это удалось? Ну, я сидел в Суканале и с учетом, и с бухгалтерами, большой благодарности директору Суканала. Он тоже работал, он очень трудолюбивый человек, она работала именно не покладая рук, вот именно этот труд был нами сделан. Мы пошли сначала с экономической точки зрения, сначала с отчетности. Как говорил Шиндлер в том фильме, что есть бухгалтер, есть руководитель, вот они решают, 2 человека. Да, и нам удалось именно навести порядок, зная, где потери, откуда. У нас была потеря 73%, сегодня 58%. Но это не совсем потери, это воровство. Пошли санкции, штрафы, и моих друзей штрафовали, и других людей. Нам без разницы было, нам лишь бы нужно было навести порядок, потому что мы это обещали нашим людям. А я, когда обещаю, люблю делать. Сегодня у нас, вы говорили, что вы будете покупать какую-то установку, и чтобы можно было быстрее выявлять это хищение. Было приобретено такое? Кроме мы еще установку, мы его привлекали с других мест, но хищение у нас и так было понятно, где что. То есть хищают. вы знали. То есть, да, мы поэтому мы делаем новые трассы. Вот, к примеру, даже простой пример, район Танка. Гагаусков подавала воду по 16 лей или 15, и им было невыгодно это делать. Им было не рентабельно, они просили, чтобы у них забрали. Почему невыгодно? Потому что было хищение до 85%. 15-20% только оплачивалось. Сегодня мы взяли и уже подводим на район Танка Чекмайданскую воду. До Нового года, надеюсь, Чебаника меня слышит, он подрядчиком там. Надеюсь, что он завершит эти работы, и люди получат уже Чекмайданскую воду. Получив Чекмайданскую воду, мы уже сможем навести порядок там, чтобы не было хищения. Это новые трассы, потому что через дворы, в двор уже не будет этих трасс. Потому что у нас весь город вот так проводился собственными средствами. Дворы. Через дворы, иди на иди. Да, это очень сложно было сделать. Поэтому сегодня, если брать Суканал, то, слава Богу, именно в этом этапе мы имеем право. Почему снижаем мы 15 на 15? Мое предложение совету было 16 на 14, потому что я обещал, что канализация не может стоить, как вода. Так. И совет все-таки принял решение 15 на 15. Ну, много не меняется, но экономическим агентам 40, более 40 и 40 на Жижике дешевле привозить. Поэтому мы сегодня 35-30, для того, чтобы мы могли собрать больше средств. Многие думают, что мы будем меньше собирать, а я говорю, что мы будем больше собирать. Потому что адекватная цена на воду, и любой экономический агент, увидев эту тенденцию, начнет платить и не будет укрывать. Левые краны или подземные какие-то. И мы доведем потери воды хотя бы до 40%. И понемножку каждый год будем инвестировать. Сегодня мы не выплачиваем с Примарии именно компенсация такого. Мы выплачиваем Суканалу для того, чтобы она могла расширяться, чтобы она могла подключать больше этих абонентов, чтобы мы могли сделать его еще более рентабельным с большими сетями. Поэтому Суканал это как самое рентабельное предприятие должно быть. Понятно. А планируется ли реконструкция водопроводных сетей или необходимость в этом уже? Мы каждый год, каждый месяц занимаемся, если взять последнее время, совместно с жильцами, лесами, не имеет значения. Мы уже провели там километрами и канализацию новых, подключили абонентов, воду проводим. За Алпугом у нас есть и Винника улицы, и те улицы, которые еще не имеют воду. У нас уже везде есть проекты, везде мы будем, потому что на следующий год у нас планируется для Суканала не менее 1,5 миллиона лей, которые будут выделяться с средств Примарии. Это для расширения, модернизации именно Суканала. Что вы имеете в виду под модернизацией? Модернизация – это новые трассы, это чтобы мы могли купить и колодцы, если мы проводим канализацию, чтобы больше абонентов было подключено, чтобы было больше доходов.
Чем больше абонентов подключается к сети, то больше доходов получается. Но на сегодняшний день не весь город подключен. Нет, конечно, 30% канализации только. Мы сделали проект напорного коллектора сегодня, который... У нас самая большая проблема – это очистные сооружения. И, к сожалению, за столько лет их никто не мог сделать. Много раз мы слышали, там вроде выделяли средства, не выделяли, но сегодня нет ни очистных сооружений, нету ни систем канализационных по городу, нет ни коллектора, тот, который постоянно в аварийном состоянии. Вот сейчас вроде ремонтировали коллектор. Да, мы уже сделали на него проект, надеемся на следующий год получить на него финансирование с Министерства экологии, чтобы решить эту экологическую Вы проект проблему. уже подали в Министерство экологии? Да, уже занимается компания Ильи Проком, я уже забыл, кто, но мы уже подали, не выполнять проект. С проектом мы сделали много. Сергей Ильич, вот очень много слухов ходит о том, что вот вы сократили какие-то социальные проекты. Я имею в виду, уменьшили выдачу хлеба или дров. Вот так ли это? Ну, как мы это можем сделать? Единственное, что самый большой минус примара, который сегодня есть, что он об этом за своих делах не сообщает. Это самый большой минус, там мне все говорят, сделал шаг, 10 раз покажи. У нас, я вижу по соцсетях, некоторые наши оппоненты с пакетами стоят рядом с домами и показывают это все время. То есть можно в один дом пойти и показать 100 раз, и такое ощущение, что очень много делается. Сегодня, если брать выплаты, у нас все получают хлеб, тот, кто получал. Дров выдавали в 2015 году на зиму до нас 90 километров, мы 300 выдали. На следующий, этот год, что сейчас идет, у нас будет минимум 500. То есть не сокращаете, а увеличиваете? Наоборот, увеличиваем, конечно, как, что значит. Резервный фонд, вы же видите, по муниципальному совете, выделить средства онкобольным, выделить сюда. Это мы весь резервный фонд закончили уже. И увидели, что это очень мало, советники вынесли ходатайством на 500 тысяч увеличить. Мы это сделали на следующий год, то будет уже 500, а не 300. И мы любим наших старых людей. Единственное, кто распространяет эти слухи, я вам скажу, кто. Недруги. 30 человек, которые приходили в примарию, это при Консте Петровиче, это люди, которые не являются ни инвалидами, не являются никем, они просто попрошайки. И вот они приходят, 30 человек, просто мы их отстранили. Я не пришел быть примаром для 30 человек, я пришел быть примаром для 26 тысяч человек. Поэтому у нас есть закон, есть возраст, который подпадает. Если раньше хлебом кто-то кормил свиней, может быть, дома, или давали двухэтажным домам, то сегодня этого нет. Сегодня тот, кто заслуживает, тому и дают. Но пускай обратятся, если один лежачий или говорит тому, кому мы не даем, такого нет в городе. У нас также ходят 10 ассистентов по каждым домам. Наоборот, мы выдали за 90 и выше, вы сами снимали, по 1000 вручили, никогда такого не было. Были другие, да. Я смотрел, вот, например, на 2012 год, то есть в городе тоже было очень много социальных таких, и пакетов было. Вот 2012 год был для города очень хороший, много выдавали. Но если взять, сравнить последний год до нас, то там все было гораздо меньше, чем мы выдавали. То есть вы социальные пакеты увеличили? Намного, не то, что мы увеличили. Это, как у вас складываются отношения с муниципальным советом? Это хороший, у нас обычно больше половины советников, они поддерживают примарно. Ваши инициативы, да? И даже оппоненты наши поддерживали всегда, я ничего не могу сказать против советников, ни одного. То есть все адекватные решения, они принимались, решались. У нас, дай Бог, чтобы так совет работал и дальше. То есть самое главное, что совет у нас открытый. Мы, если заметили, благодаря этому, наверное, мы увеличили бюджет свой, потому что уже совет, наши жители говорят часто, что вот смотрите, там какие скандалы на совете, но открытый. Мы подписали, а на будущий год приняли уже бюджет? Бюджет сейчас мы формируем. 9 у нас будет совет в следующем месяце, мы примем бюджет. Вот на последнем заседании муниципального совета ваш заместитель подал в отставку. Вот в чем причина? Причина, наш заместитель, в принципе, он написал за свой счет еще после Дня города, это с 20 августа. И по сей день после этого он пошел в очередной отпуск, потом за свой счет, после этого на предвыборную пошел. А сейчас, видимо, есть другие, как его... Планы есть, наверное. Может, на политическом фронте хочет работать, потому что уже мне, в принципе, первого заместителя нет более 3 месяцев. Как бы 3-4 месяца я как бы работаю. То есть, ну, есть специалисты у нас, потому что многие думают, как можно без первого заместителя работать, но 10 лет нельзя, или 2 года, или 3. Но, по крайней мере, 3-4 месяца я уже работаю. А кто-то был предложен на его место? Нет, еще мы не предложили, сейчас нам 9 декабря мы предложим, конечно, кандидатуру. Можете озвучить кандидатуру? Есть несколько кандидатов, поэтому мы будем на совете уже. То есть, пока не озвучиваете? Пока не озвучиваем, потому что нет никакого. Так, в принципе, у нас есть специалисты примарии. И как работает примария? Есть заместитель, есть 3 заместителя. Либо адресуется
работы к заместителям. После этого они адресуют их с нашим госслужащим. Либо сам примар адресует прямо их госслужащим. Но ваш второй зам выдвигается в Народное собрание, да? Да, и второй зам выдвигается, но он оставил вместо себя Нину Ивановну Низальеву. Она хорошо выполняет свою работу. И он как бы подготовил замену вместо себя. Максим Николаевич, наверное, не успел. А вот если в случае, если зам выиграет, да, эти выборы в Народное собрание, вот что дальше? Какие-то перестановки будут? Конечно, кадровые? конечно, да. Потому что что сегодня, вы планируете именно в кадровой политике? Ну, в кадровой политике, если выиграть, значит, естественно, будем искать еще и третьего заместителя. Ждем пока, что выиграл. Сегодня у вас сколько заместителей? Сегодня у нас временно исполняющий место Нина Ивановна заместителем. Александр Навазович Широли у нас выполняет работу третьего заместителя. Да, и первого заместителя пока вакантная должность, потому что уже больше 3 месяцев она вакантная, то есть и выборы, и все вот это. Поэтому сейчас 9-го, я думаю, что у нас уже будет назначен первый заместитель, потому что мне как примару нужно тоже и в отпуск идти. Ну да. То есть и оставить кого-то вместо себя. Но не могу не коснуться я и выборов в Народное собрание Гагаузии. Вот ваша оценка по прошедшим выборам первого тура, насколько мы можем их назвать прозрачными, честными, открытыми? Вот ваше мнение. Ну, у нас иногда в Гагаузии вообще особенные выборы проходят. И почти каждый год. И каждый год и очень особенные. Смотрим, к примеру, здесь социалистическая партия, президент, к примеру, взял там 99%. На местных выборах совершенно по-другому голосуется. Здесь, видимо, уже идут личности. Люди осознанные. Осознанно, да, личности идут, уже не смотрят на партии, смотрят на личность. Ну и мое видение какое, все-таки у нас есть законно избранные. Потому что у нас Гагаузия очень маленький регион, если вспомнить, даже немножко вернуться к истории, там Добружанское господство было. Там у нас Гагауза было, по-моему, 3 миллиона. Я не совсем историк, но был в тех местах. 3 миллиона человек было. Сегодня у нас 150 тысяч, говорят, несколько, да. И я думаю, что если у нас дальше же продолжится всегда импичменты какие-то непонятно, вот эти внутренние, потому что я даже смотрю на работу примара, в других городах. Они спокойно работают, никто им не мешает, никто им палки колеса не ставит. Но вот у нас в Гагаузии нужно всегда что-то сделать против своих. Даже некоторые люди свне говорят про нас, говорят, самые большие враги гагаузов, сами гагаузы. Это у них бытует такое. Я так не считаю, думаю, что все-таки есть у нас сплоченность. Есть, да, есть сплоченность. Некоторым вопросам. Да, потому что если выше 99%, значит, говорит о нашей сплоченности. Но странные вещи проходят, там, Крайтора, импичмент, Таушамджи, Ипиничпин. Ну, если народу не нравится, значит, слишком много импичментов у нас. Народ выбирает, а некоторые силы приходят и говорят, что вы, народ, вы не правы, а вот мы правы, небольшая часть. Особенно, когда речь идет о человеке, который буквально вступил в свою должность, и его уже хотят сделать импичмент. То есть, ну это вообще нонсенс. Говорит, что... Это кого вы имеете в виду? Я имею в виду, слышны там и про Башкана разговоры, и про примара, там кто-то ходит, и ходят даже, может быть, не оппоненты, может быть, даже свои, которые близко были мне. Это не обязательно, что мы сейчас говорим о том, что происходит. О ситуации. О ситуации, да. Поэтому вот это у нас, к сожалению, есть, вот эти все, скажу, ссоры, что есть, непонятно, на чем они основываются, или кто-то из них подпитывает. Вот здесь нужно сейчас очень хорошо подумать, когда вы ходите на выборы, выберите личность, которая действительно реально показала. У нас и референдум был, люди выступали за него не так с этих. И, наверное, те, кто будет поддерживать действующую власть. Потому что сегодня я тоже шел примаром, у меня первый пункт был хорошие отношения с Башканом и с председателем Народного собрания, с другими. Это я этот пункт буду выполнять. Ну, оппозиция тоже нужна, это обязательно нормально. Нужна, да. Нет, но та, которая не мешает работать, а помогает. Помогает. Оппозиция всегда помогает. Конечно, да. Не надо сплетни. Да. Особенно сейчас, в последнее время, слышим, идут на предвыборные, и многие наши оппоненты ходят по улицам и говорят, что этот примар сделал, он ничего не делает, Я им всегда говорю, сижу в примарии, щелкаю семечки. То есть, и сравнивает работу этого примара 1,4 года, и никакого значения имеет работа 12 лет.
Вот что он сделал, этот примар. Так вы придите, спросите, я вам что сделал. Я даже вкратце, если начну перечислять, что я сделал, я буду говорить минут 30, наверное. Вы же видите изменения в городе. Если мы пришли и хотели даже простые ямы закрывать, и мы не могли, потому что счет был арестован, и долги на этот, как его, Спиранца, долги Друмар Камрад, мы хотим закрыть эти ямы, говорят, нет, рассчитайтесь, пожалуйста, одного 1 100 000, другого 1 700 000. Мы хотим водоканал, там рассчитайтесь, 3 миллиона, хотим мы, как его, МПЖКХ, вы закроете долги, потому что вы начали бастовать эти рабочие, которые подметают дворы. А большие долги были, когда вы пришли? По крайней мере, миллионные. То есть и МПЖКХ. Вам удалось закрыть эти все закрыли. МПЖК у нас первый, который вышел. Если взять 3 города, которые есть в городе в Гагаузии, то город Камрад, имея самую плачевную ситуацию в этих вот всех, то она закрыла быстрее всех. Быстрее всех она вышла и закрыла и перед налоговой, и перед всеми. Это есть документы, факты. И закрыла все. У нас на счету есть сегодня приличная сумма средств. И мы можем уже планировать на следующий год то, что мы действительно... Вот, такое ощущение, что я сейчас пришел примаром сюда. До сих пор я все закрывал. Если говорить, много сплетен также ходят, вот, гранты делают. Мы буквально сейчас подписали грант на 5 миллионов рублей на освещение нашего города. Вы видели, что... Где вы это? Грант USAID, это на освещение города. Потом мы... Где вы будете это освещение делать? Это с геофизики до конца города, это LED-освещение. Дальше гранты на каждый садик. Это мы уже их установили. Вы выиграли их? Выиграли уже, они установлены. Новое оборудование в 7-м садике и в 5-м у нас. И САРТ проект мы сейчас выиграли на 5. И на следующий год мы уже выиграли проекты на 2 миллиона лей. Это все за короткое время. Ну и мы подарков получили 4 миллиона лей на День города. Вы же это тоже видели? Да. Когда Кстати, город получал. Как вы их распределили? Мы на следующий год уже запустим их в работу, потому что они были вне бюджета. Мы должны планировать на грейдер, к примеру, без топлива, на асфальтную. Нужно, то есть это не просто подарки хорошие, бесспорно, но надо их еще внедрить в жизнь. То есть, но слава богу, что они есть. А где таких... они пока сейчас? Они находятся пока на территориях. Но они на балансе Примарии, да? Еще на баланс они выше с Нового года выйдут на баланс Примарии. Они уже наши в любом случае, так что здесь уже нет. Ну и сколько работы было сделано по городу, по брусчатке, по плитке, взять район Туканяцкий, ГРТ, 2-я школа, 7-я школа, мы везде работаем. А если я буду говорить о детских садиках, когда мы пришли в Примарию, то первая проблема была с детскими садами. У нас больше 3 лет, возраст там был полный коридор детей. Это самая дорогая проблема, которая, это вам не строительство каких-то объектов в городе. Нам удалось за короткий период, никто не верил о том, что в 5-м садике образуется место художников 2 группы. 8 лет никто не мог этого сделать. Мы пришли за 2 месяца, нашли художникам место и сделали 2 группы. Сегодня там у нас 2 группы ремонт, в 9-м 2 группы. За Ялпугом у нас запустили гимназию. Спасибо исполкому, Народному собранию, 3,5 миллиона лей, тех средств, которые предназначены нашему городу, также вложены. Из советских пор, где вы помните, что хотя бы одна группа открывалась? Всегда закрывалась. Если взять благоустройство внутри домов, зайдите на Федько 33, Пушкина 22, вы смотрите, каким методом мы пошли благоустраивать высотные дома. Каким методом, расскажите нам? Вместе с жильцами, совместно. Жильцы там выполняют часть работы, Примария часть. На следующий год у нас запланировано 10 000 квадратных метров брусчатки. Именно благоустроить внутри высотных домов. Стыдно заходить в эти трущобы. Вот зайти, хороший пример у нас вот эти 4 дома, которые мы успели сделать. По улице? Это улица Пушкина и Федько. Это Федько 33, все жильцы могут зайти. Первые, благодарность тем людям, которые сделали Пушкина 22, это Кол Вадим. Или есть эти люди, которые благоустроили, показали хороший пример. По их примеру мы пошли дальше. Благоустроили еще несколько домов. То есть вот таким методом мы должны благоустраивать город. Примар не должен заниматься ни политикой, ни чем. Если примар занимается политикой, на город у него не будет времени. Не хватает времени. Да, поэтому вот это я обещал нашим людям. У меня есть газета, где я свои планы написал. Планы у нас начинаются реализовываться. И в этом году мы, если я только о садиках сказал, 8 групп, это только садики, 5-6 миллионов лей. Это только республиканская дорога, 10-12 миллионов лей. Местные дороги это 4. Это мы не просто долги закрывали, мы сделали работу намного больше, чем было сделано до нас. Именно за этот же период. Мы не говорим о том, что было сделано работу за 12 лет. Мы можем сравнить либо первые 2 года правления, как его бывшего примара, либо последние 2 года, или по 1 год и 4 даже.
Да. И сравнить, что мы сделали, вот там можем цифрами посоревноваться. И сделано нами, скажу, что закрыв долги, сделано намного больше. Поэтому нельзя сказать, что ничего не сделано в городе, как говорят оппоненты. Про меня я так не могу сказать, потому что было сделано. Было сделано и парк, и площадь красивая, как его, и в школах было устроено, и утеплено. Но срок есть 10-12 лет, наверное, есть разница. Мы тоже сделаем, мы не пришли за тем, чтобы сделать меньше. Хорошо, а что планируете вы на будущий год? Вот что не удалось вам сделать в этом году, и вы переносите? Нет, в этом году мы решили все те проблемы, которые поставили. Мы решили даже в начале больше. года, да, что мы решили запланировано? проблемы, запланировали мы с садиком решить проблемы, решили на 100%. У нас сейчас 4 группы ждут детей с Нового года. То есть с детьми у нас нет никаких проблем. У нас была задача именно ударить по этим республиканским дорогам, потому что они были в ужасном состоянии. Это нельзя было проезжать уже. Тоже было сделано все запланированное. То есть именно потом детские площадки мы отремонтировали, новых сделали десятки, освобождение, парк, вы же видите, проходите, парк освобождения, новые площадки, и меценаты установили новую площадку, и Примария установила. Кто меценаты у нас? Там был фонд Эдельвейс, фонд Эдельвейс установил одну площадочку очень хорошую, и Примария установила две площадки. Это Демократической партии? Да, Демократическая партия, один они фонд тоже у нас при нас, да. И на районе Туканявский фонд Рената Усатова первую площадку установил. Но мы и Примария отремонтировали десятки площадок за углом. Своими силами, да? Своими силами. Новые установили, только отремонтировали. Мы не стояли вообще. Если взять спортивную, первая школа десятки лет не имела спортивную площадку. Там тоже меценат. У нас меценаты с удовольствием работают во благо нашего города. И мы их поддерживаем, не только они, и мы их. Очень много даже шума, вопросов всегда на Туканявской. Кто же там выложил плитку, там даже слышал какие-то уголовные дела. Я выхожу в эфир и говорю, как оно там было, чтобы людям развеять эти все сплетни. Ну, людям надо разъяснять. Да, у нас ситуация была с новым кладбищем. Мы буквально перед маленькой Пасхой делали сметы на новом кладбище. Мы готовили, чтобы своими силами сделать на новом кладбище на 400 тысяч лей брусчатку установить. Мы это все сделали, подготовили, хотели, чтобы МПЖКХ сделала, чтобы не проводить тендеры, потому что не успели бы. И тут появились меценаты. И благодаря по нашим сметам и по нашим этим все они сделали это. Мы не заплатили ни одной копейки. Говорим сейчас о районе Туканявский. Если вы видите там брусчатку, это Примария сделала. Если вы видите плитку, в том районе это меценат сделал. Кто там сделал меценат, или Дмитрий Георгиевич, которого там меня интересует, но это он сделал 100%. Это видно по самому материалу. Как там было? Распоряжение в июле месяце было о том, чтобы провести реконструкцию с той стороны, потому что были получены... Распоряжение Примарии? Распоряжение Примара. Были получены средства с исполкома туда, 960 тысяч лей. Это тоже благодаря депутатам, которые были в Народном собрании. И 960 тысяч лей. Это исполком выделяется? Исполком выделил, потому что у нас, я как говорил, что тех средств не было. Выделили. Мы сделали распоряжение. Смету сделали на тот, смету не мы делаем, делает смету Судакон. Раньше делала почему-то сама Примария, государственное предприятие. Мы без Судакона делаем ни одной сметы. Неужели Судакон сделал смету там, где была плитка? Естественно, что она такого не могла сделать никогда в жизни. И это было в июле месяце. Там есть люди, живут. Ну, конечно, люди живут, Ленина, это же видно, там все проезжают. И подрядчик, который выиграл этот тендер, это 12 сентября он имел право приступить к выполнению работы. Этого года? Ну, конечно, да. Это все вот буквально в 3 месяцах проводился тендер, это длинная процедура. Немножко запоздали сотрудники Примарии, долго давали. За это время там была выполнена эта работа меценатом. Ну, выполнено. Ему написали письмо в аквизиции Публичи в Кишинев, написали, что нам быть, как быть. Они сказали, снимайте его с этого общего. То есть и делайте остаток, и мы же выплатили деньги за него, что ли. Если мы действительно там было бы какой-то уголовное дело, какое-то, надо было подождать, когда мы выплатим за это средства и будем говорить, что это сделал меценат, но мы же этого не сделали. И мы нигде не сделали, на новом кладбище, ни на старом, ни на Ленина. И все работы, которые я публичная личность, если говорят, что там сделал меценат, а не Примария, значит оно так и есть. И в этом сомнений нет никаких. В заключение, что бы вы посоветовали нашим горожанам? Я сегодня посоветовал бы нашим горожанам, если вы сегодня видите, на улицах ходят люди, которые были десятки лет во власти, пускай они покажут свою работу на вашей улице, а не показывают на того человека, который 1,4 года. То есть на меня, как на примара, не слушайте их. У сплетников всегда есть время ходить,
А те, кто работает, у них нет времени ходить по улицам, они только работают, это их минус. И вам доносят все неправильную информацию. В городе сделано очень много и делается, вы сами видите. И дороги, будет делаться, да? И будет делаться еще больше, потому что сегодня в городе и совет работает прозрачно, и все в городе прозрачно. Все, что вам говорят, не слушайте. Все, кто не доверяет сегодня примару, я готов сегодня пойти в любое место. И мы все верующие люди. И я за свои действия отвечаю. А вот, и чем я не занимался, и не буду заниматься. Еще один вопрос. Вот в 3-м округе в центре города выборы не состоялись. Ваше мнение очень коротко. Вот с чем это связано? Ну, вот люди знают там победителя заранее. То есть кандидата, который должен победить, и поэтому пассивно отнеслись к этому. А получилось так, что поэтому в этот раз я думаю, что люди должны выйти, то есть призывать к тому, чтобы в 3-м округе, это в районе 5-й школы, все-таки люди должны выйти, чтобы выборы состоялись. Голосуйте за кого вы считаете нужным, но все-таки сделайте свой долг и выйдите. Потому что кандидаты там оба достойные, мы не говорим, что один более или менее, и нужно выйти. Потому что многие, к сожалению, говорят о том, что все, ничего не меняется, вот зачем нам выходить, надо выходить все время. А если хотите что-то поменять, тоже участвуйте в этом. Ну что ж, Сергей Ильич, я благодарю вас за участие в нашей программе. Желаю вам успехов в будущем году, новых идей, новых проектов. Программу провела Елизавета Ротарь. Спасибо вам за внимание и до новых встреч в эфире.